Самый сильный диктор там был, я с ним, кстати, сдружился, когда ездил пару раз учиться. Это был такой Суслов, помните вы или нет? Программу «Время» вел. Вот недавно ему 75 лет показывали. Вот с ним мы были друзья. Я считаю, что это был очень сильный, это гениальный, может быть, единственный диктор. А вообще дикторы у нас, вот наши кабардино-балкарские дикторы, они славились. Вот все, кто отсюда ездил, и кабардинцы, и балкарцы, на русском кто занимался. Считалось, что в Советском Союзе две школы дикторские самые сильные. Это белорусская и кабардино-балкарская. Вот такие дикторы у нас были на вес золота. Это единичный был товар. Когда я на учебе был в Москве, Владимир Герцог, сильнейший диктор Улайки. А он сам, наверное, и подробно на лекцию, Атлана, Чабушулана, Атлана. Как раз Алла Чабушуланки, Ултругалай. И вода до заманда запись и полна информацию дают о том, что Останкинские пруды, Ялайда был участковый Барат Ругалай, Шируну, Кюблет Руган, Кюблет, уже Бата Руган. Все грибан Турганки. И вот он должен, и вот ему вот так тоже дали, как мне дали. Торжоков носил. И он добавляет. В общем, в Останкинских прудах участковый Митрохин, проходя, увидел, что там ясная погода, и тонула женщина. Он тут же, не раздумывая, и тонула лошадь в голове еще. Оговорочка, ну да, по трейду. И он, а он вышел хорошо. А рядом тонула женщина. И вот он сделал свои все дела, вытащил. И он все. А у него же эфир на весь Советский Союз. И он, ну что вы. Неделя, говорит, прошло, думаю, пронесло. Одно письмо пришло. Товарищ Герцог, а что случилось? Слушайте, одно письмо, говорит, на весь Союз. Вот ему больше повезло.